Почему предприниматели, все, кто пытается на этом рынке развиваться, делать что-то новое, создавать рабочие места, они больше всех и по шее получают. Вот мне в тот момент было нечего почитать ни в одном онлайн-издании. То есть я не хотела читать про политику. И как руководитель глубоко не вникаю в то, что, допустим, в редакторскую работу, в работу журналистов, да, я просто могу задать направление или сказать свое мнение, что вот об этом, может, не стоит. Кто такой Джон Голд? Я недавно прочитала это потрясающе. Привет! Академия трех медведей представляет завершающий эпизод первого цикла подкаста о таджикских журналистах «Новые медиа». Мы говорим о трендах, успехах, новых проектах и, надеюсь, мы продолжим об этом говорить в следующем сезоне. Подкаст создан при поддержке представительства Института по освещению войны и мира в Центральной Азии в рамках проекта «Развитие новых медиа и цифровой журналистики». Меня зовут Зибута Джибаева, и мои гости – мои коллеги. Сегодня моя гостья Лайло Тагаева, основатель креативного агентства «Пурнур» и портала Лиму Медиа. И они наши соседи. Да. Привет, Лайло. Привет. Лайло, твоему изданию в этом году будет 2 года, в мае месяце. Какую цель ты ставила себе 2 года назад? Что ты задумала? И вот прям сказала, что получилось, а что-то не получилось. 2 года уже такой приличный срок. Ну, сама задумка была чуть раньше, это было летом. Это, наверное, сама мысль в моей голове, ей уже 3 года. Я ее так лелеяла, думала, стоит, не стоит. Но в какой-то момент я поняла, что хочу. Во что это должно было превратиться, как это я буду реализовывать. Для меня это было каким-то такой долгосрочной перспективой. Мне вот сейчас хотелось открыть свое издание на уровне «хочу». Вот хочу и все. То есть многие проекты, если вы наблюдаете, у нас создаются именно на таком энтузиазме, мы видим, это нас вдохновляет, и мы думаем, слушайте, надо это попробовать сделать. И вот сейчас, наверное, вот возвращаясь и понимая, какой мы путь прошли, потому что есть рекламное агентство, ему 10 лет, мы создавали самые разные проекты, и сами удивлялись, как эти проекты приносили нам потом какие-то доходы, да, и мы превращали все эти проекты в какие-то каналы коммуникации. То есть это сначала был журнал «Мир рекламы», то есть у него был исключительно рекламный характер. Спустя 5 лет мы понимаем, что мы выросли от журнала, мы открываем ивент-агентство и понимаем, что, слушайте, а мы неплохо справляемся с ивентами, то есть не только со своими, чтобы там стать более, не знаю, имиджевыми, более крутыми, но и можем обслуживать и других. И вот Лиму, наверное, тоже один из каналов коммуникации, который так или иначе поддерживает всю эту историю, которая случилась с нами за 10 лет. Слушай, мы тут разбирали, да, мы периодически там обсуждаем новые медиа, какие-то проекты и так далее. И кто-то создает, например, проект, чтобы удовлетворить чисто свои такие журналистские амбиции. Кто-то просто как «хочу», а про тебя мы всегда думали, что ты, в принципе, решила это создать для того, чтобы не идти уже в какие-то медиа, да, там, и не просить, а разместите там материал про моего партнера. А то, что сказать, вот у меня и еще и площадка есть. Честно говоря, да, это тоже, потому что у меня случился, мы делали большие проекты, и мне приходилось очень часто обращаться в медиа, напишите анонс, хотя мы делали, на мой взгляд, сугубо личное мнение, очень крутые вещи, но никто о них не знает из-за, может быть, какого-то неправильного отношения ко мне, да, ревности, все остальное, об этом не размещалось, то есть это приходилось делать за деньги. Я помню разговор, не буду называть имя, с человеком, который держит очень большое медиа, и я говорю, вот подождите, вот я тоже открою теперь издание и буду тоже вам немножко жизнь портить. То есть, я не знаю, как-то это получилось ненамеренно. Лиму создавался, потому что в какой-то момент мы вдохновились и горели, и все вокруг закрутилось, завертелось, и сложилась такая ситуация, что мы не могли уже пойти назад или отказаться от этой идеи, потому что все во вселенной, как говорится, помогало и создавало такие условия, чтобы мы действительно создали это медиа, и мы понимали, что есть даже необходимость, потому что вот если говорить обо мне, мы всегда создаем продукты, которые вот лично мне интересны. Вот мне в тот момент было нечего почитать вот ни в одном онлайн-издании. То есть я не хотела читать про политику, я не хотела читать, какие страшные вещи в налоговой происходят. Мне не это такая, ты сейчас кинула камень в наш огород. Это не огород, это лично мое мнение. То есть иногда, да, можно, но если вы обратите внимание,
очень много информационного потока, и, наверное, 70% из них это какая-то негативная история. Чаще всего. Ну, То да. есть это формирует какое-то в обществе такое же негативное настроение. Все плохо, страна плохая и все остальное. Мы хотели быть вот такими в розовых очках, медиа о молодежи, для молодежи, может быть, и формировать вот совсем другие, может быть, настроения. Вот так вот я скажу. Получилось? Я думаю, что да. Получается? Получается, но в силу того, что мы занимаемся не только этим медиа, то есть это не основной вид нашей деятельности, мне кажется, могли бы еще лучше. То есть нет здесь предела совершенству. Если, где внимание, там и сила, а внимание тут вот с нашей стороны не на максимуме. Смотри, а у тебя нету внештатных, то есть штатных авторов, да? У тебя есть только один редактор и есть внештатные авторы, которые создают тебе контент. Это целенаправленно ты шла к этому, либо сейчас просто вот так складывается, либо они просто у тебя на удаленке? Скорее всего, просто так сложилось. Так сложилось, потому что вначале мы думали, нам нужно 1-2 штатных журналиста, а потом мы решили, в принципе, зачем они нам здесь нужны, пусть они пишут, мы там раз в месяц общаемся, у нас есть группа, там мы обсуждаем темы, иногда встречаемся за чашечкой кофе, завтраками, рассуждаем, на какие темы мы можем написать или о чем можно там поговорить. Целенаправленно это не делалось, но так удобно. Сейчас, на данный момент, вот после всего, что с пандемией, со всеми, вот сейчас так сложилось. И ты думаешь, что это, в принципе, для молодого, такого небольшого медиа, совсем не обязательно держать штат, чтобы... Я думаю, что да. У нас это получается. Может быть, это как-то сказывается на качестве, может быть, это как-то сказывается на каком-то командном настроении. Не может быть, а скорее всего, это как-то сказывается, но пока так и... Вроде бы это не так уж и плохо. Про что твой сайт? Вот ты можешь его просто в одном абзаце, да, просто в 2 предложениях описать, про что твой сайт? Я не знаю, я сама до конца не знаю значения слова, такой лайфстайл, да, вот такой вот. Мы хотим быть вот такой о жизни, как говорить слово вдохновлять, наверное, это будет слишком громко. Мы бы хотели просто писать обо всем хорошем и светлом. Вот о том, что происходит в технологиях, о том, что происходит... ребят, сейчас в 16 лет ребята могут открывать свои бизнесы, и нам хочется о них говорить. То есть многим изданиям, то есть не до этого, и, возможно, никто бы о них и не узнал, если бы мы о них не написали бы. Очень много молодежи уезжает за границу и там создают, или наоборот, приезжает здесь, создают какие-то интересные вещи. Очень много творческих людей, художников. Я не знаю, вот вчера я встретила девочку 21 год, она уже книжки пишет. Кто о ней напишет? Здесь появляется Лиму. На мой взгляд, да, опять-таки, возможно, вы ее не встретите, да, вот она пропадет где-то. А мы вот для них и о них. Ты очень сильно сразу изначально сузила свою аудиторию. Молодежь, городская, русскоязычная. Почему так? Потому что, может быть, я сама такая. Может быть, поэтому, когда я задумалась, наверное, потому что хотелось открыть издание, в котором, наверное, будет отражаться жизнь таких же, как я. Вот то, что вы сказали, вот я к этой категории и отношусь, может быть, и моя команда в том числе. То есть это чисто медиа для себя и подобных мне? Я думаю, что в какой-то мере да, потому что многие бизнесы, на мой взгляд, создаются и становятся интересными, когда ты удовлетворяешь какую-то свою потребность. Вот так вот. А шире рамки, как ты думаешь, когда они будут и будут ли? Почему не вдохновлять, например, и писать о тех же молодых людях, например, для таджикоязычной аудитории? Мы думаем об этом. Мы как раз-таки собираемся, уже поздно, правда, прописать стратегию нашего издания, чтобы вот так вот не плыть по течению, чтобы мы точно понимали, что мы хотим, то есть расставить цели и получить какие-то ключевые результаты к концу этого года. Уже точно понять, кто мы есть, зачем мы сюда пришли и что мы будем делать. Вот на этом этапе. То есть вроде мы как запустились, вроде как мы определились с аудиторией, вроде как у нас есть контент, который неплохо потребляется, но теперь вот некий потолок, теперь надо сесть
и подумать, а что дальше, что будет через год, то есть мы уже не можем. Ты для себя уже определила, кстати, где ты будешь через год и через 5? Нет, мне надо об этом подумать. Но, знаете, мы же будем расти вместе с нашей аудиторией. То есть, если, к примеру, взять тот же Азия Плюс, да, то есть все, кто его читает, они вместе с ним выросли, да, и есть вот такая привычка, создалась привычка заходить в Азия Плюс или, я не знаю, в любое другое издание и получать оттуда контент. С Лиму растет абсолютно другая аудитория, и в течение некоторого времени мы также будем создавать у них эту привычку, и они будут вместе с нами расти. И наша аудитория тоже, я думаю, их возраст тоже будет, как они будут расти, тоже немножко увеличиваться. А какой сейчас возраст? Мы сегодня как раз-таки с Ксенией обсуждали, это редактор нашего издания. Мне казалось, что это где-то от 20 до 35 лет. Она говорит, мне кажется, говорит, еще моложе. Я говорю, ну надо посмотреть. Кажется, девчонки, вы не посмотрели статистику? Мы смотрим статистику, мы ее наблюдаем. Ядро аудитории такое наше... Это 24-35, но иногда мы пишем контент и ребятам помоложе, наверное. Может, те, которые заканчивают школу и хотят куда-то поступить, и какие-то наши истории их вдохновляют, или куда поступить, или чем заняться, особенно творческие личности. Не возникало ли желание бросить все, перестать думать о контенте, потому что приходится же постоянно себя... отрывать от ивентов, от твоей привычной работы, да, там, например, как ты привыкла, и объединиться с каким-то медиа, и вот сказать, ребят, вот вы думаете за контент, а я вам несу массу рекламы. Нет, такого желания, может быть, надо об этом задуматься, но такого не было. Ну и, в принципе, я как издатель, как руководитель глубоко не вникаю в то, что, допустим, в редакторскую работу, в работу журналистов, да, я просто могу задать направление или сказать свое мнение, что вот об этом, может, не стоит, или а вот здесь давайте немножко, чтобы не обидеть чувства там наших читателей, потому что, допустим, наш редактор, она не местная, она не знает каких-то, допустим, тонкости. Да, менталитета. Да. Вот здесь я могу просто направить. А так я полностью доверяю, и они делают свою работу и получают от этого удовольствие. Я еще хочу одну вещь сказать, что да, был небольшой сбор авторов. У меня еще была в голове идея, когда ребята поступают на факультет журналистики, они, наверное, вот те, которые со мной были, издатели других изданий, они озвучили такую вещь, что вот мы пришли в университет, зашли, допустим, в аудиторию, спросили, кто хочет быть журналистом в будущем, как они окончат университет, там из 40 людей, или, не знаю, из 20 людей 3 подняли руку. Я говорю, правильно, потому что вы не создаете для этой молодежи интересную площадку для них. То есть время уже прошло, то есть не всем, но некоторые вещи интересны, о которых вы сейчас пишете. Мало кто это, может быть, разделяет. Надо же немножко быть в этом смысле гибкими. А в нашем издании мы заметили, что нам очень часто пишут третий курсник, из 4-го курса, с 5-го, кто заканчивает, мы бы хотели писать вам, у меня пока небольшой опыт, мы для этого и открыли наше издание, чтобы ты знал, что есть площадка, где ты можешь писать, пробоваться, да. Набираться опыта. Что опять, вот ты затронула такую больную тему, это журналистское образование. Угу. То есть я тут недавно разговаривала с парой журналистами, и они считают, что, например, поддерживать международным организациям, там, в грантах и так далее, нужно исключительно журналистов и медиа вообще, да, то есть существующее, она, скорее всего, имела в виду, что я вообще стала уже не продолжила эту тему обсуждать, потому что она мне вообще неприятна, потому что я считаю, что вообще не обязательно быть журналистом, чтобы работать в медиа. Но многие считают, что ты имеешь право называться журналистом и вообще работать в медиа исключительно, если у тебя есть диплом. Давайте, я не буду сейчас. Это большая глупость. Сейчас многие заканчивают какие-то профессии по желанию их родителей, да, там, по разным причинам, но в какой-то момент находят в себе абсолютно другие таланты и становятся, у меня у самой образование программиста. Я занимаюсь рекламой, ивент-менеджментом и еще открыла свое издание. Кто будет со мной ругаться, иди работай дальше программистом и доказывать это мне. Я думаю, что и у нас авторы как раз-таки не все журналисты, то есть они просто хорошо пишут.
И они открыли этот в себе талант, может быть. А если честно, я вообще жалею, что я потеряла 5 лет на журналистике. Можно было бы получить какую-то другую профессию, да, и быть при этом журналистом, там, экономическое образование, и быть экономическим обозревателем. Ну, честно, я думаю, да. Навыки, которые я получила, будучи, да, студенткой, ну, вот как бы они не совсем применимы. Все остальное я добирала опытом. Я могла бы точно так же опытом добираться, не закончив. А сейчас, по-моему, не только с журналистикой такие проблемы. Многие, возможно, это вопросы к системе образования. Я думаю, что, видимо, те здания, которые сейчас дают, они сильно устарели. Может быть, методология уже не та, потому что абсолютно другой век во дворе. То есть, и люди как бы... У людей потребность сейчас даже другая совсем, она сильно отличается, может быть, и система образования, она сильно отстала от этого. Это было, по-моему, в августе 2019 года, когда собрались руководители медиа и говорили о том, что вот все сложно с финансами, очень сложно зарабатывать на таджикском рынке. Точнее, вообще не зарабатывать, это единственное. Тогда твоему изданию было там пару месяцев, сказала, что можно зарабатывать на медиарынке, и что ты рассматриваешь, в принципе, медиа как бизнес. Да. Ты сейчас также согласна, что можно зарабатывать? 2 года прошло. Да, 100%. Я даже открыла себе какой-то другой, как сказать, канал. Даже не канал, боже, я даже не могу подобрать. Я уверена, что на медиа можно зарабатывать, особенно если его открывает бизнесмен, потому что мы наточены на то, чтобы мой мозг, допустим, да, чтобы какие-то проекты реализовывать и на них зарабатывать. Лиму, да, конечно, это было большое вдохновение, но я бизнес не исключала. Я не могла бизнес исключить, да, потому что с помощью Лиму мы могли реализовывать много разных проектов. Но была другая история с точки зрения, то есть мы всегда думали, что можно зарабатывать на коммерческих организациях, на бизнесе. А медиа нам еще помогло сотрудничать с теми же международными организациями. То есть, там, точно так же зарабатывать. Это же тоже это в каком-то смысле тоже зарабатывать. Почему нет? Это еще прибавило нам другие источники дохода. И самая интересная вещь, это опять-таки мое мнение, наверное, и я не знаю, еще не определилась, насколько это правильно. Многие медиа держатся на грантах. Многие практически, да, там львиная доля. Вот мне бы не хотелось такого в Лиму, потому что хотелось бы, чтобы был какой-то баланс, 50/50, да, может быть, даже коммерции должно было быть больше. Вот здесь я была точно уверена, что мы будем вести наши медиа именно в таком направлении, то есть не подсаживаясь на гранты. На начальном этапе, в принципе, можно взять, да, но потом это в любом случае надо с этого крючка грантов спрыгивать, потому что дальше потом стагнация начинается у тебя у самого, ты не можешь рефлексировать и предлагать что-то, вдохновляться чем-то. Кстати, насчет вдохновления. Ты несколько раз сказала, было вдохновение в самом начале. Что вдохновляло? Это было мероприятие, точно помню, это было мероприятие Go Viral, куда я попала абсолютно случайно, это в Алмате. И была панельная дискуссия, я часто рассказываю эту историю, нескольких девушек, там 4 девушки, я сейчас не помню название точно, и Власть сидела, по-моему, главный редактор, Степь, и еще кто-то. Вот девушка Степи Зауре, я ей даже самой сказала, что вы меня вдохновили открыть издание, вот и ее понимание ее издания. То есть я думала, о боже, а так можно разве? То есть можно создать издание, которое будет там, не знаю, для молодежи и о молодежи. То есть вот в таком направлении они много рассказывали про IT-стартапы. То есть вот какая-то там рынок этот очень хорошо развит. И я очень сильно вдохновилась. И вот мысль закралась именно в тот момент. Почему бы не открыть издание, которое будет онлайн-издание, причем, которое будет говорить именно о таких вещах. А ты сейчас продолжаешь отслеживать, как они, вдохновители твои, развиваются? Да? Конечно, мы всегда следим, как они, о чем они пишут. Иногда рерайтом занимаемся, да. А за кем еще следишь? Не местным можно, да? Бумага местным. Мне очень нравится, конечно. Но с ними мы познакомились лично тоже в Алмате. То есть это был медиакэмп. Она потрясающая. Мария Рзаева. Да, и они очень близки нам по духу, потому что мы такие все-таки больше ивент-менеджментом занимаемся. Они сумели объединить эти две истории, и причем очень хорошие вещи делают с точки зрения и бизнеса, то есть как зарабатывать деньги, монетизации издания, и с точки зрения контента. То есть это тоже
тоже очень круто. Они меня сильно вдохновляют. Мы следим за VC.ru, за The Village. Очень много изданий, которым, в принципе, есть на что равняться. По-другому я просто не представляю, как можно еще генерировать интересные, допустим, идеи. Мы смотрим, что они делают так, думаю, а как можно это приземлить до нас, и пытаемся такие же вещи писать. Кстати, у VC есть такая штука хорошая, что контент, в принципе, создает очень мало редакционного контента, очень много контента, который создается пользователями. Ты еще пока не думала об этом? Это очень хорошая идея. Возможно, это будет частью стратегии, которой мы будем думать, допустим, на этот год. А как ты думаешь, с какими сложностями может столкнуться вот эта именно идея? То есть создание контента пользователями. Потому что, в принципе, я предполагала, что несколько изданий у нас появится таких, которые будут работать именно с такой стратегией, с такой идеей. Но пока не вижу, что кто-то есть. Пока не попробуешь, не поймешь. Пока сложно рассуждать на тему, с какими сложностями мы столкнемся. Мы можем сейчас, не знаю, предполагать, но все равно, когда на деле это будут другие вещи. Я думаю, может быть, как-то на качестве может это сказаться. Я не знаю. Точно не могу сказать, если честно. Хорошо. Кто такой Джон Голд? Я недавно прочитала эту потрясающую книгу. Почему недавно? А мне казалось, чуть больше, да? Абсолютно не... как недавно, полгода назад, летом, да. Кто он, на твой взгляд, вообще? Это очень близкая мне по духу книга. Главная героиня этой книги, я когда читала, я думала, боже, это какая-то американская лайлоша, но совсем другими масштабами и абсолютно другими, в американской этой истории. Интересная история, интересная концепция. И когда мы собираемся с предпринимателями, у нас такой даже небольшой клуб сложился, мы иногда встречаемся, общаемся, мы друг другу помогаем, поддерживаем. Я говорю, ребят, почему предприниматели, все, кто пытается на этом рынке развиваться, делать что-то новое, создавать рабочие места, они больше всех и по шее получают, получается. Мы какие-то жертвы. И история Джона Голда и вся эта книга, она... Вся книга, назови ты нам уже название. «Атлант расправил плечи». Нужно было назвать название. Некоторые не знают. Я-то, в принципе, знаю эту книгу. Я советую прочитать ее всем. Как раз-таки я вчера отдала эту книгу, рассказывая, захлебываясь о ней своей сестре, и сказала, что все предприниматели молодые должны ее прочитать, как-то объединить усилия и пытаться идти за справедливость, может быть. Либеральной справедливостью, да? Я, кстати, как раз ты уже сказала, что ты ассоциируешь себя, с Агне Тагерт. Да. Она мне очень нравится, она близка мне по духу, но иногда я задумаюсь, стоит ли женщине, девушке, брать на себя ответственность, потому что это мужская энергия, то есть, развиваться через преодоление себя, Угу. И сейчас я в таком состоянии, что стоит ли вообще женщине, предпринимателю ставить перед собой амбициозные цели, я могу сказать о себе, то есть иногда я ставила какие-то нереальные цели, но в итоге получала какие-то просто большое выгорание. Я говорю, стоит ли так идти на пролом? Может быть, 10 лет спустя как раз-таки я об этом задумалась, что иногда, раньше ты думала, что совсем иначе, да? Я раньше думала, что должны быть большие цели, успешный успех, нужно у меня было точное понимание, что рост сопровождается болью. Точное, 100% понимание. Сейчас я понимаю, что нет. Иногда, может быть, это какая-то советское убеждение внутри моей головы, может быть, потому что мы воспитывались. То есть нужно много трудиться, много работать, чтобы добиваться какого-то успеха. А мне кажется, нужно просто правильно, рационально, мудро, по-женски подойти к своим проектам. И самое главное — получать удовольствие. И не совсем стремиться, именно, как ты сказала, что таких целей, которые допустимы только для мужчин? Нет, чтобы прийти к тому, к чему пришла я, нужно пройти весь этот путь, наверное. Возможно, я не знаю. Так. А ты бы отдала сейчас, например, часть своего... Если пришел бы мужчина и сказал бы, я готов тебе помогать с твоим бизнесом, и просто его так взять, и медиабизнесом, и отдать ему, и сказать, окей, давай ты будешь решать вообще эти все задачи, я так устала. Сложный вопрос.
Потому что мне часто предлагают какое-то партнерство, предлагают какие-то вот совместные проекты. Я очень переживаю за чувства этих людей, за их эмоции, потому что, возможно, невозможно, 100%, я очень ревнива, то есть слишком упертая, есть мое мнение и неправильное мнение, то есть вот но это мое, и оно должно быть. Да, но в принципе, чтобы, наверное, вот после независимости ты должен прийти к взаимозависимости, и это будет правильно. И нужно научиться доверяться, допустим, в этом смысле, и разделять какие-то обязательства. И я думаю, это верный путь, и это правильно. Но этому надо научиться. Да. Я вот сейчас научилась, кстати. Мы следующий сезон, надеюсь, будем писать уже в новой студии. И я ее не видела. И я не знаю, что там. Так и должно быть. За это отвечает Фархот. Да. А за творчество, за какие-то должны отвечать женщины. Поэтому подкаст создан при поддержке представительства Института по освещению войны и мира в Центральной Азии в рамках проекта развития новых медиа и цифровой журналистики. Содержание подкаста может не отображать официальную позицию IWPR. Спасибо, пока и до новых встреч. Это был последний наш выпуск в этом сезоне, но мы начнем писать в апреле. Я думаю, что это будет что-то новое и интересное. Пока.